месячный рейд идет. Что у вас сегодня не рабочий день, да? Здравствуйте. Здравствуйте. Когда нас не впустили, открываете все, убежали. Свет можно включить? Здрасте. Вы кем являетесь? Я хостес. Хостес. Это что? Ну, официантка. Сам? А где администратор? Вы сегодня не работаете? Да, с 8 к 9. С 8 вечера? Да. Просто здесь, как можно с хозяином поговорить, или кто администратор здесь? Хозяин вот уехал, и Просто смысл в том, что поступили жалобы от жильцов соседнего дома. Клиенты устраивают здесь дебошир, даже видеозаписи есть, как жители снимали, потому что здесь были драки, были скандалы, и не дают жителям... Вот я не знаю, что было до меня. Нарушают покой граждан, тишину, ночное Я время. вот только что работаю. Недавно. Потому что уже два материала уже поступили, особенно в полиции управу Старовительного округа для возбуждения дела по части 1 статьи 3.5 КлАП РСЯ, это нарушение покоя граждан, тишину, ночное время. Вот, и мы пришли, также здесь ранее выявляли нарушения отделом надзорной деятельности, МЧС, пожарным. А там что, кассовые чеки, там все это побить, купить, например? А вообще кассовый аппарат есть здесь? Да, вы можете чек дать? Кассовый чек есть? А кассовый аппарат есть у вас? Чек? Да. Можно мне покажите, пожалуйста, кассовый аппарат? Я хочу еще приобрести у вас, например, сок. Продайте мне кока-колу, грубо говоря. Кассовый аппарат есть у вас? А вот у вас на стенде вот стоят крепкие горячительные напитки. Дизайн, да? Вот? Все, да, я могу идти? Да. Спасибо. Ну, пожалуйста, мне пожалуйста. А что в итоге? Вот, пожалуйста, сейчас осуществилось правонарушение именно в части того, что некоторые потребителю не выдали кассовый чек об оплате. Соответственно, сейчас вот у нас специалисты налоговой присутствуют. Сейчас будут принимать меры административного принуждения в отношении гражданина, продавца, который продал данный товар без соответствующих документов, то есть без товара на кассовый чек. 3-4.